В прямом эфире ТНВ новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот наши основные темы. Дожди пошли, работа не прекратилась. К нашему счастью, чуток дождь пошел, а то на полях это практически невозможно было работать. Как в республике идет уборка картофеля, увидел Дмитрий Аринин. Когда потеплеют батареи? Холодно, надо включать, пора уже. Готовности республики к отопительному сезону. Анна Городнова. Плесень наступает. У меня были внуки маленькие, они постоянно болели, но они переехали. В конфликте между жителями и управляющей компанией разбирался Салават Мухаммадулян. Язык мой, друг мой. В КФУ стартовали бесплатные курсы татарского языка. Кто и как станет их слушателями, об этом Рамиль Шайдулян. Дождь, уборки не помеха. Ливни, что прошли по республике, не помешали уборке картофеля. На поля вышел сегодня и президент Рустам Минниханов. Оценил ход работ в Арском районе. Картофель в Татарстане убран на 30%. Почти половина собранного урожая приходится именно на Арский район. Качество клубней, цена второго хлеба и как его сохранить. Обо всем подробнее Дмитрий Аринин. В такой кабине не страшны ни зной, ни слякоть. А продуктивно пройти гектары современным комбайнерам помогает друг и товарищ монитор. На складах картошку подхватывают конвейеры, люди лишь отбраковывают. Качество картошки хорошее, крупные. Так на местном хранилище картошки, как мы видим, набралась целая гора. Как нам рассказали, склад заполнен на 85%. Сейчас здесь около 3000 тонн картофеля. С такой техникой уборки и технологией посадки в Арском районе вышли на передовые показатели. Убрано более 40% площадей, в закромах более 20 тысяч тонн картофеля. О результатах работы сегодня доложили Рустаму Минниханову. Президент призвал темпы не сбавлять. Начавшаяся ненастная погода для аграриев как хорошо, так и плохо. Пыли на полях стало меньше, распутицы больше. К нашему счастью, чуток дождь пошел, а то на полях это практически невозможно было работать. Работали практически вслепую. До этого у нас погода нормально стояла. Вот сегодня только дожди пошли. Если будет нормальная погода, за 10-15 дней завершим уборку картофеля. Сейчас в Татарстане по объему уборочной вместе с Арским в лидерах Высокогорский и Лаишевский районы, в отстающих Агрызский, Алькеевский, Нижнекамский. Всего к концу уборочной в республике планируют собрать 1,5 миллиона тонн картофеля. Это в 2 раза больше потребности жителей. Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Арский район. И сегодня же в Арском районе Рустам Минниханов осмотрел гостинично-оздоровительный комплекс «Рыбацкая деревня». После передачи в госсобственность этот объект решено перестроить в детский лагерь. По поручению президента здесь возведут 5 дополнительных корпусов. Общая вместимость станет 350 человек. Ожидается, что этот оздоровительный лагерь для молодежи начнет работать уже к следующему летнему сезону. Районы республики уже начали утепляться. В Апастовском, Муслюмовском и Актанышском районах пустили тепло в садики, больницы и школы. Столичные социальные объекты технически тоже готовы. Отопительный сезон там может начаться досрочно, не дожидаясь понижения температуры. Об этом заявили сегодня на совещании в мэрии. Что касается домов казанцев, в некоторых есть проблемы из-за долгов перед энергетиками. Эту тему продолжит Анна Городнова. В детском саду Апастово одними из первых почувствовали приближение зимы. Отопление здесь дали еще 5 сентября. В группах малыши с года. В Актаныше батареи потеплели на день позже. Спят дети уже в майках и под тонким покрывалом. Довольны и дети, и родители. Теперь можно будет и занятия в бассейне начинать. Тепло в садах Муслюмова. Задача остальным районам не допустить аварийных ситуаций и авралов в период подготовки сетей. Такое поручение накануне дал президент. Давайте не мелочитесь. Значит, надо подключить теплоноситель, дадим там режим более щадящий. А технологически это в один день не сделаешь. Поэтому вот по графику, как у нас идет, надо сейчас подключаться. За окном плюс 15 днем, а вот ночью уже заметно холодает. Казанцы начинают греться. Очень холодно становится. Но сейчас уже холодно у вас в квартире? Холодно уже, холодно. Надо включать, пора уже. Шерстяным носках сплю. Это ватное одеяло одеваю. Холодно уже. Пока нам не надо. Жарко будет. Дышать будет нечем.
50 километров трубопроводов заменили, отремонтировали, обновили 14 котельных Казани. Все объекты социальной сферы и почти 99% жилищного фонда готовы к пуску тепла, заявили сегодня на совещании в мэрии. 53 дома к началу сезона не успевают. Там необходимо просто оформить документы, сдать, провести процедуры запланированные. Но и есть несколько домов там, где не рассчитались с долгами с энергетиками и, соответственно, поэтому не получают так готовности к зиме. Но это вопрос решаемый, чисто такой технический. Никто ничем не рискует, тепло будет у всех. В первую очередь мы обращаем внимание, и пуск тепла происходит традиционно в объектах социальной сферы: здравоохранение, образование, детские сады, школы, поликлиники, родильные дома, ну и другие. И поэтому по такой же схеме и в этом году. При необходимости отопительный сезон на этих объектах может быть начат и досрочно уже на этой неделе. Массовый пуск тепла зависит от погоды. Как только температура на улице не будет подниматься выше 8 градусов в течение 5 дней. Учитывая, что синоптики обещают в конце недели потепление до 22 градусов, батареи потеплеют к концу сентября. Анна Городнова, Марат Задулин, ТНВ, Казань. Сильный ливень, который сегодня утром накрыл Казань, создал пробки в 7 баллов, однако серьезных затоплений на дорогах удалось избежать. Напомним, последствия августовского ливня Казань ощутила в полной мере, тогда частично были подтоплены несколько улиц. Тогда прокуратура внесла представление главе исполкома Казани за недостаточное внимание к функционированию ливневок. Работа по очистке канализации столичным исполкомом, видимо, проведена, прошедший ливень не стал критическим. Коммунальная необходимость или нездоровая конкуренция? В Челнах 2 управляющие компании делят дом, говорят жильцы. Представители одной ходят по квартирам и собирают подписи, вторые недоумевают, почему у них пытаются увести клиентов. Мнение сторон и жильцов услышал Сергей Хайдаров. Те, кто позвонил в дверь Валентине Добрыниной, представились сотрудниками жилкомсервиса. Говорит, опросили и дали бумаги на подпись. Женщина засомневалась и позвонила в свое ЖЭО. О гостях Валентины там ничего не знали. Везде расписалась, а в одном из экземпляров написала свою фамилию. Потом выхожу и сама же испугалась. Спустя некоторое время пенсионеры пожалели и пошли разбираться в управляющую компанию «Жилкомсервис». Я сказала, значит, у меня пенсионеры подписали бумаги, вот такие. Я прошу вернуть протоколы. Они мне их вернули. Я их, конечно, порвала там и вот таким образом забрала. В ЖЭО «Бумажник» о происходящем узнали в середине прошлой недели. По словам ее руководителя, к ним начали поступать заявления от жителей. Так вообще не делается, это не по закону все. Никаких собраний не было, жители в шоке. Их обманным путем заставляют подписать какие-то опросные листы, которые по факту оказываются уже готовым решением о переходе в другую управляющую компанию. Сейчас работники жилищного управления «Бумажник» развешивают возле подъездов объявления с просьбой быть бдительными и не подписывать документы. В нашем распоряжении оказалась видеозапись жильцов с представителями другой управляющей компании. Куда перейти? Жилкомсервис. Вас сейчас обслуживает управляющая компания «Бумажник». Да, мы были в жилкомсервисе. Да. Теперь что, обратно? Да, теперь обратно. Подписывается, да? Да, если желаете. Никто не подписывается. Все подписывают. Никто не подписывает? Нет. Являются ли эти люди работниками управляющей компании «Жилкомсервис», пока неизвестно. Мы обратились за официальными комментариями к представителям компании. Цели призвать или привлечь другие дома в управлении нашей управляющей компании у нас нет. Если дом желает, если есть собрание, протокол, пожалуйста, милости просим. Сами наши сотрудники ни по чьей указке таким не занимаются. Со всеми предоставленными документами и предъявленными заявлениями руководитель жилищного управления «Бумажник» уже обратился в прокуратуру. Следующей инстанцией будет суд. Сергей Хайдаров, Андерс Интальцев, Елена Камалова, Ленар Султанов, ТНВ, Набережные Челны, Казань. В квартирах сырость, плесень и нечем дышать. Жители казанской многоэтажки, по их словам, уже 5 лет не могут избавиться от грибка на стенах. На Парина 16 все началось в 2013 году, когда в их дом пришел капремонт. Летом управляющая компания попробовала стены загерметизировать, но плесень не ушла. Как она стала нежданным соседом и что теперь делать, пытался разобраться Салават Мухаммадуллин.
Плесень выступает. Посмотрите, чернота, вот кругом везде чернота. Она идет дальше, это у меня плесень. Пустые шкафчики и генеральные уборки каждый день. Так Зульфира Насырова борется с плесенью в квартире. Гости теперь у нее проходят возрастной контроль. У меня были внуки маленькие, они постоянно болели, но они переехали. Конечно, у меня минус для меня, это я не обращалась никогда. А это квартира тех, кто обращался с проблемой в управляющую компанию. Здесь живет плесень уже не первый год. Каждый ремонт заканчивается такой картиной. Но теперь грибок, по идее, должен отступить. Нам, конечно, швы загерметизировали, но мы хотим, чтобы у нас в квартирах исчезла плесень, так как она образовалась из-за того, что нам не вовремя загерметизировали швы. Загерметизировала швы управляющая компания, по словам жителей, в июле этого года. Работы прошли по заявкам, но тут начали возмущаться жители дома, квартиры которых плесень миновала. Не то что-то, что только вид этот портит, но также это сделано все некачественно. По словам жителей, плесень в 20 квартирах их дома гостит уже 5 лет, и убирать ее управляющая компания якобы не собирается. Однако в организации нам рассказали совершенно другое. Капитальный ремонт в доме был как раз 5 лет назад. После проверок вместе с жилинспекцией, Ростехнадзором и прокуратурой работать по жалобам начали в прошлом году. Приняли, зимой провели тепловизионное обследование, определили 7 проблемных квартир и выполнили герметизацию. Из 7 квартир, 4 из них подрядная организация в этом году будут произведены частичные устранения мест образования плесневого налета. В квартирах, понятно? В квартирах, да. В какой срок? Срок до Нового года. В 3 квартирах швы были заделаны не из-за плесени. Их владельцы жаловались на сквозняк. Что же касается остальных квартир с грибком, то, по словам управляющей компании, плесень там образовалась не из-за строительной ошибки или недоработки. Люди ставят пластиковые окна, жителям говорят, что ставьте приточные клапана, чтобы у вас вентиляция работала. Они отказываются, говорят, у нас дует в таком темпе. Из-за этого вентиляция некоторых не работает, циркуляция не проходит, происходит влажность, и в некоторых образуется плесень. Жителям остается чаще проветривать квартиры. И теперь со своей проблемой они один на один. Или самим обшивать жилище, или обратиться к независимым экспертам, следом и в суд. Салават Ухмадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Если у вас есть о чем нам рассказать и показать, звоните в редакцию. Телефон службы новостей 570 50 17. В Казани с 1 ноября изменят тарифы за парковку. Стоимость вырастет на наиболее загруженных улицах и уменьшится на менее загруженных. Так, до 100 рублей в час вырастет цена стоянки на улицах Театральная, на площади Свободы. До 70 рублей на Профсоюзной, Жуковского, Гоголя, Щапова, Джалиля. Самый низкий тариф – 30 рублей на улицах Шахиди и Курашова. Как заявили сегодня в мэрии, делается это для равномерной загрузки парковочного пространства. Рассказали и о правилах парковки для инвалидов. Под специальным знаком оставлять машину смогут и лица, относящиеся к 3-й группе. Пить или не пить? В Госдуме предложили вернуть в страну сухой закон. Как считает депутат Виталий Милонов, если его не принять, то Россия придет к алкогольной эпидемии. Мы спросили у казанцев, поможет ли такая мера. Кому надо выпить, он всегда возьмет. Если у тебя есть сила воли, есть ответственность перед работой, которую ты выполняешь, перед людьми, с которыми ты живешь, то, естественно, такого не случится. Ну, наверное, все-таки проблемы и в людях. Эффекта не будет от этого. Ну, просто надо воспитательной работой заниматься больше. Вот в этом дело. Работа, чтобы была. Работы нет, людям заняться нечем, конечно, они будут. Более ужесточение закона, чтобы продажи алкоголя именно вот детям, несовершеннолетним. Если уж в магазине не будет, тут самоделки начинает делать. Ну, что сказать, основной человек от себя зависит. Родители должны показывать пример, и тогда не будет этой проблемы вообще. В школах Нижнекамска ввели пропускной режим. Такие меры приняли после ЧП в 27-й школе. На прошлой неделе 42-летний мужчина под предлогом, что ему нужно поздравить девочку с букетом цветов, зашел в кабинет и угрожал предметом, похожим на пистолет. Его нашли в тот же вечер. Как позже выяснилось, он был нетрезв. Теперь взрослые не имеют права заходить в школы района без особых причин.
С ежегодным посланием к парламенту республики Рустам Минниханов обратится в следующий понедельник, 24 сентября. Об этом сегодня сказали на заседании Президиума Госсовета. В этот день депутаты, члены правительства, главы районов и общественные деятели, это 600 человек, соберутся в БКЗ. В своем послании Рустам Минниханов расскажет о внутреннем и внешнем положении Татарстана. Делегация китайской провинции Аньхой познакомилась с деятельностью татарстанского парламента. Фарид Мухаммедшин встретился с госпожой Шэнь Сули, которая возглавляет парламентскую делегацию Китая. На встрече говорили о сотрудничестве. Провинция Аньхой расположена в центральной части Китая. Там проживает около 70 миллионов человек. Шэнь Сули пригласила парламентариев посетить ее регион. Между Аньхойским и Казанским федеральным университетами сейчас активно обсуждаются вопросы взаимного сотрудничества. До отъезда сюда мы встретились с местными предпринимателями, которые проявили огромный интерес к вашей республике. Трудовое законодательство и выплату зарплаты обсуждали сегодня в Доме правительства. Алексей Песошин встретился с заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иваном Шкловцом. Он представил начальника госинспекции труда в республике. Им назначен Рустем Галявов. Язык тукая по ускоренной программе. Сегодня в КФУ стартовали бесплатные курсы татарского языка. Они проводятся ежегодно и продают максимально доступно. На курсы уже записалось больше 500 человек. Все они, по словам преподавателей, после занятий должны уверенно читать, писать и объясняться на татарском. Как работает эта экспресс-программа, теперь знает и Рамиль Шайдулин. На языке тукая здесь говорят и пишут люди разных профессий, возрастов и национальностей. Одна из них Екатерина Вербицкая. Татарский она изучала в школе, но без практики подзабыла. Я уезжала на 2 года в Петербург, и там, вернувшись сюда, в Казань, я поняла, что мне хочется знать язык того места, где я живу. По словам преподавателей, курсы по европейской методике. Всех слушателей поделили на 3 разных уровня – А1, А2 и Б1. Слушатели курсов будут учиться разговаривать, говорить в пределах тем и ситуаций повседневного общения. То есть для чего мы учим язык? Чтобы общаться с носителем языка или в каких-то ситуациях. Для удобства все 3 уровня поделены на разные группы и находятся они в разных аудиториях. В одной люди только начинают вплотную заниматься татарским языком, во второй уже могут на нем свободно изъясниться. А 3-й уровень, он так называемый самый продвинутый. Подготовка здесь серьезнее, но и задание посложнее. Учителя английского, журналисты, менеджеры. На курсы татарского мог записаться каждый. 800 прошли регистрацию, 500 подали заявки. Сертификат получит примерно треть. Эти курсы на 150 человек, значит 150 человек самые активные, самые старательные. И те, которые записались первыми, получат сертификаты о знании татарского языка. На всю программу 3 месяца, занятия 2 раза в неделю. Курсы ежегодные, организованные в рамках госпрограммы развития родных языков. Рамиль Шайдулин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Создать произведение искусства из гвоздей, сварить элементы для спецодежды из куска металла. В Казани прошла ярмарка навыков. Это одно из событий, предшествующее мировому чемпионату WorldSkills. Впервые он пройдет в России. В 2019 году в Казань съедутся почти 1500 конкурсантов из 60 стран. Лилия Кашфарова увидела, как можно красиво представлять профессию. Кого здесь только нет. Даже сама королева сварки. Творческий псевдоним Александры Ивлевой достался за любовь к металлу. Ведь она профессиональный сварщик. Теперь делится опытом на скиллс-базаре в Казани. Сварка – это просто. Сварка – это доступно, да, что можно буквально за 15 минут освоить азы сварки. Помимо сварки можно освоить азы робототехники, кулинарии, автотюнинга и даже облицовки плитки. 17 рабочих профессий, украшений ярмарки навыков в Горькинско-Аметьевском лесу. Ровно год остается до самой Олимпиады рабочих рук. В 2019 году за звание лучшего поборются обладатели уже 50 профессий. Казань вновь соберет гостей со всего мира. Конечно же, были и другие кандидаты на проведение данного чемпионата. Но когда я делала свой выбор, я
была рада, что WorldSkills Russia именно привели чемпионат в Республику Татарстан. И нововведение мы предполагаем, что это будет виртуальная реальность, а также какие-то электронные ресурсы в промышленности и фермерстве. А вот Николай Насонов уже знает все последние технологии в лазерной резке. Это образец клапана, который вживляется в артерию человека. 70% мирового рынка они держат вот этих сердечных клапанов и вот таких вот вещей. Кто-то спасает мир новинками, а кто-то по старинке, красотой. Солистка национальной группы «Ямле» сегодня в роли визажиста. Самый большой секрет – это все нужно делать от души и так, чтобы людям было полезно. Помимо фэшн, из творческих профессий флористика, народные промыслы, работа с кожей и арт-техника. Еще одним результатом сегодняшней встречи станет вот такое вот панно. Оно выполнено в английской технике String Art. Для его завершения потребуется 5 километров ниток и 2000 гвоздей, а также участие всех желающих. Впоследствии это панно будет встречать всех участников выставки в 2019 году. Гости ярмарки не только изучили профессии, но и сделали интересные открытия. Попробовал сделать люстру сам, своими руками. Ремонт продолжает делать, поэтому было интересно. Очень много интересного, особенно во флористике. Движемся вперед. Может быть, в следующий раз здесь тоже будет дополненная виртуальная реальность. И, может быть, совсем другая реальность, которую придумают те, кто был и работает сегодня на площадке. Мировой чемпионат WorldSkills Казань пройдет в следующем году с 22 по 27 августа. Предполагается, что выставка профессий примет около 250 тысяч человек. Лилия Кашфарова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. «Земля за звонок» Ретро-ФМ Казань разыграли земельный участок среди своих слушателей. Кому повезло больше всех, об этом далее. Смех, танцы, настроение праздника. С минуты на минуту решится, кто самый везучий. Давай, вращай лототрон. Давай, крути. смелей. Почти 2 месяца за главный приз боролись сотни радиослушателей. Победит один. Ищем, так скажем, победителя, финалиста, кому достанется земельный участок от Ретро-ФМ. Аплодисменты, проходите, пожалуйста, к нам. Дорогая Плюра, мы вас поздравляем. Это не сон, это реальность. Жребий пал на Флёру Чалееву из Васильева. Счастливый купон принес ей 7 соток в Лаишевском районе. Конечно, очень рада. У меня это было даже какой-то заветной мечтой, наверное, что вот я, скорее всего, приобрету, возможно, да, и это для меня будет большим-большим счастьем. Победительница – постоянная слушательница станции. Благодарна супругу, что когда-то познакомил ее с Ретро-ФМ. Теперь в новое семейное гнездышко, только на любимых радиоволнах. О спорте и погоде в продолжении выпуска, после чего на ТНВ вызов 112. Но я прощаюсь с вами. До завтра. Всего вам доброго. Ограниченное предложение от КанАвто. До конца сентября ваш первый и семейный автомобиль «Лада» с выгодой до 10% от стоимости автомобиля. КанАвто. Сибирский тракт 48. 230 30 30. Я актриса и знаю, как важны в кино настоящие эмоции. Я люблю, плачу, смеюсь. И я должна быть уверена в себе. В этом мне помогает гиалуроновый крем Либридерм. Он увлажняет мою кожу и сохраняет мою красоту. Уход за своей кожей я доверяю Либридерм. Встречаем золотую пору вместе с «Шевроле Нива». Выгода до 65 тысяч рублей. Настоящий полноприводный внедорожник от 555 тысяч рублей. Скидки при покупке в кредит и трейд-ин. Барс Авто. Официальный дилер «Шевроле Нива» в Казани. Подробности по телефону 204 400. Улица Родины, 1. Тотаржера в Москве. Дина Гарипова, Данир Сабиров, Чулпан Юсупова, Анвар Нургалиев, Ильмира Сулейманова, Айдар Галимов, Элвин Грей, Ришат Тухватуллин, Филюс Кагиров, Гузель Уразова и другие. 11 ноября. Государственный Кремлевский дворец. Театральный салям из солнечного Ташкента. С 24 по 26 сентября лучшие спектакли Узбекского национального театра в Казани. Хуш келипсиз, хурматли дуслар. Билеты на сайте в кассе театра Камала для зрителей старше 12 лет. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай.
В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Ну а мог прийти с подарком, ведь в Фармленде их немало. Этой осенью в аптеках Фармленд рекордный урожай подарков. Покупай дешевле, получай подарки. Я пришел к тебе с презентом. Сразу видно. Из Фармленда. Болгар радиосы тәкъдим итә үткәннәр сагындыра. Дәвамы катнашалар Зәйнәп Фәрхетдинова, Закир Шахбан, Зөһрә Шарифуллина, Фердинанд Саляхов, Филис Бахиров, Зөлфия Минхаҗева, Зинира һәм Ризат Рамазановлар һәм татар эстрадасының популяр җырчылары. 6 октябрь Пирамида. Добрый вечер. Время новостей спорта на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. 3 матча, 3 серии буллитов. Хоккеистам Акбарса на выезде приходится сражаться до последнего. Сначала игра с «Авангардом» завершилась в пользу амичей по штрафным броскам. Дальше взяли реванш у Салавата Юлаева, вытащив сложный поединок. А сейчас борьбу навязали казахстанские ребята из Барыса. Хотя казанцы вели по ходу матча со счетом 3-1, но сохранить победный результат не удалось. Более того, в серии буллитов точнее оказались гости. Акбарс записал на свой счет 1 очко и готовится к завтрашней игре с «Торпедо». Отличный матч. Я думаю, что зрителям он понравился. То есть команда сражалась до конца, несмотря на то, что мы уступали по ходу матча и в 1, и в 2 шайбы. Поэтому только можно сказать спасибо ребятам за этот матч. Ватерполисты вступают в новый сезон, а Зинуровы возвращаются в большой спорт. Синтез начал чемпионат с убедительной победы над клубом «Балтика» из Санкт-Петербурга. В команду вернулся Эмиль Зинуров. После нескольких лет выступлений в Барселоне сын экс-ватерполиста теперь будет защищать цвета татарстанского флага. В первой же игре Эмиль стал лучшим бомбардиром, забросив 3 мяча в ворота соперника. До середины поединка казанцам не удавалось создать отрыв. Но в концовке синтезовцы все же показали характер. Итоговый счет 14-8 в первом матче и 13-7 в ответном позволили команде возглавить турнирную таблицу. На этой неделе должен определиться наш соперник по матчам в Еврокубке. Дальше казанцев ждет битва на 2 фронта – российский и международный. Первая игра в чемпионате России, она всегда не розовая. Какой бы соперник ни был, я ребятам сказал, что надо выкладываться, и такие игры надо уметь играть. Тем временем казанский «Уникс» провел первую товарищескую встречу в ходе своего греческого сбора и победил «Прометеус». Ключевой в матче стала 3-я четверть. Казанский клуб выиграл 10 очков, и этого преимущества хватило, чтобы довести дело до победы. Более того, российский клуб выиграл все 4 периода. В следующем спарринге в Греции казанцы сыграют в Афинах с действующим чемпионом страны Панатинаикосом, в составе которого сыграют экс-баскетболисты «Уникса» Кит Лэнгфорд и Стефан Ласме. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. За окном осенний пейзаж. Небо затянуто облаками, идут дожди. Вторник будет именно таким. Более подробно после полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность, тут без осадков и тепло, плюс 21. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге днем всего плюс 15, пройдут дожди. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске также пасмурно, местами дождь. Температура воздуха в дневные часы от плюс 15 до плюс 20. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе также пасмурно и дождливо. Температуры понизились. Днем всего 13 градусов тепла. Для юго-запада 18 сентября будет облачным, дождливым, до плюс 17. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыше также ожидаются осадки. Дневные температуры плюс 13, плюс 19. В последующие дни сохранится такая же погода. Одевайтесь теплее, берегите себя. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли и операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77.
Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При любых заболеваниях позвоночника или суставов сразу же обращайтесь к специалистам клиники «Доктор Ост». Здесь лечат самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата без боли и операций. За ваше здоровье отвечает команда высококлассных врачей, новейшее оборудование и комплексный подход в лечении. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашева, 11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. О погоде в столице. В Казани ожидается облачная погода, временами с дождем. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 16. Ветер северный умеренный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.